Ровно через неделю в Кыргызстане пройдут местные выборы. В настоящее время агитационная кампания идет полным ходом. Кандидаты один за другим бегут, чтобы встретиться с избирателями в своих избирательных округах, представить свои программы в интернете и в средствах массовой информации, собирать людей, сажать деревья и насыпать песок и гравий на некоторых улицах. Юрист ассоциации Тазашайло, который наблюдает за выборами, говорит, что во время агитации был допущен ряд нарушений. Вот смотрите, с момента назначения выборов, назначения выборов по закону запрещается оказывать какую-то материальную помощь, денежную помощь, осуществлять какую-то благотворительную деятельность. Да? Даже вот были случаи, да, вот эта партия высаживала какие-то зеленые насаждения. Это уже тоже имеет признаки оказания совершения благотворительной деятельности. Это запрещено. Соответственно, уже соответствующая избирательная комиссия уже принимает по таким фактам меры. По словам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Абдыджапара Бикматова, с начала агитационной кампании в координационную группу Центра избиркома поступило 46 сообщений о нарушениях. Были выявлены 20 случаев подкупа голосов. В координационную группу поступило 46 сообщений о нарушениях, которые отправлены на рассмотрение в соответствующие органы. Были 20 случаев подкупа голосов. Кроме того, было принято решение об отмене регистрации 2 кандидатов, баллотирующихся по списку некоторых партий. Политическим партиям и самовыдвиженцам было вынесено ряд предупреждений. Во время выборов местные кеңеши будет задействовано порядка 11 тысяч сотрудников органов внутренних дел и более 6 тысяч дружинников, которые прошли специальное обучение в целях обеспечения справедливых расследований, связанных с предстоящими выборами в местные кеңеши. Об этом ранее заявил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урманбетов. По его словам, при подготовке к проведению выборов депутатов местных кеңешей в милицию поступило 78 сообщений о нарушении законодательства. В компании было зарегистрировано 78 нарушений, из них 21 преступлений, проступка 15 нарушений, 4, остальные по 38 фактов зарегистрированы в электронном журнале. В настоящее время проводится расследование. Из вышеуказанных преступлений 1 факт списан из-за отсутствия состава преступления. 20 фактов находятся в производстве. По проступкам 1 факт списан за отсутствие состава, 14 фактов находятся в производстве. По нарушениям 4 факта зарегистрированы в единый реестр нарушений и направлены на территориальные избирательные комиссии для принятия соответствующих мер. Стоит отметить, выборы в местные кеңеши Кыргызстана назначены на 11 апреля. Всего будут выбирать депутатов 448 кеңешей, из которых 420 это аильные и 28 городские. За 45 мандатов в Бишкекском городском кеңеше будут бороться 1820 человек. К сожалению, эксперты констатируют тот факт, что уроки октябрьских событий некоторыми чиновниками и политиками остались невыученными. На местных выборах нарушений много. Азамат Кенжешев, Улугбек Сулайманов, Нью ТВ.